Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня в нашей маленькой импровизированной студии мы жестоко препарируем игру Resistance 2. Если кто забыл, это сиквел PS3 эксклюзива, launch тайтла Resistance Fall of Man, который в свое время был первым хотя бы приличным шутером на PS3, но нельзя сказать, что прямо-таки великолепным. И вместе с сиквелом нам вернулся человек, который писал обзор первой части, это Игорь Сонин. Давай, Игорь, рассказывай нам. Давайте сначала вспомним чуть-чуть первую часть. Надо сказать, что первая часть вышла на заре жизни PlayStation 3, и до нее мы видели в основном шутеры для PlayStation 2. А это было зрелище печальное, и напомню, тогда все смеялись над консольными шутерами, и никто не понимал, как вообще можно делать шутер от первого лица на консолях, потому что жанр был исконно PC-шным. И тренд появления хороших консольных шутеров начался, наверное, с Halo на Xbox, и вот где-то в районе Resistance на PlayStation 3. С точки зрения графики игра была не очень, о чем мы прямо так и написали. Но играть в нее было интересно. Особенно на фоне тех шутеров, которые выходили до нее. Сегодняшний Resistance 2, опять эксклюзив для PlayStation 3, выглядит значительно лучше, но только на фоне первой части. В сравнении с другими современными шутерами, которых сейчас куда ни плюнь, в шутер попадешь, в сравнении, например, с Gears of War, он не производит особенного впечатления. Игра как игра, да, красивая, ничего. Ты, конечно, загнул сравнивать эту игру с Gears of War, немножко разные жанры. Ладно, не будем придираться к мелочам. Я же сравниваю с точки зрения графики, а с точки зрения графики можно сравнивать все что угодно, хоть ролевые игры со стратегиями. А как же вот эти огроменные монстры, которых нам очень сильно промоутили во время разработки игры, и которые действительно получились очень внушительными? Да, очень внушительные, очень огроменные, но разве ты скажешь, что они очень красиво нарисованы? Это смотря с чем сравнивать. Если с последним Годзиллой, то, наверное, не такие красивые. Но Кракен, например, мне понравился вообще. Сражение на платформе, по-моему, вполне себе очень даже. А уж когда ты выходишь и видишь, как Сан-Франциско атакуют эти полчища химер, там вверху летают здоровенные корабли, и все горит, взрывается, по-моему, очень эпично и красиво. Геймплей похож на первый Resistance, во-первых, и на Call of Duty, во-вторых. Мы в журнале рецензии, чтобы не соврать, по-моему, 3 раза написали, что игра похожа на Call of Duty с пришельцами. И если поднять архивы и поднять обзор первой части Resistance, там тоже раза 2 написано, что очень похоже на Call of Duty с пришельцами. Так вот, во-первых, в Resistance 2 используется такая бравурная армейская стилистика, то есть всякие звездочки в обозначении целей, очень много солдат в военной форме. Эти солдаты, как правило, рядом с тобой бегают, что-то кричат, кого-то стреляют, создавая ощущение большой войны тут рядом за каждым углом, как в Call of Duty. Плюс очень похоже из различных геймплейных механик, например, из-за прицеливания, которое сделано практически один в один, так же, как в Call of Duty. Например, из-за бега, который сделан точно так же, как в Call of Duty. И вообще ощущение от одиночной кампании Call of Duty с пришельцами. Я еще не говорил об этом, нет? По-моему, эти многие вещи еще и до Call of Duty придумали, да ладно. Лично мне еще игра очень напомнила местами Half-Life 2. А когда мы попадаем в городок, который заражен химерами, в котором начинается самый настоящий химера раш, то это вылитый Left 4 Dead недавно вышедший. Короче, игра штамп на штампе, зато эксклюзив. Но не все так плохо. Resistance, как первый, так и второй, прославился за замечательное оружие, которое в игре используется. Вот это то, что реально отличает этот сериал и от Call of Duty, и от Half-Life, и от всего, что можно вспомнить. Потому что оружие в Resistance, мало того, что оно интересно само по себе, оно обладает какими-то хитрыми функциями, которые ни в одной игре не встретишь. Так плюс оно еще очень хорошо смоделировано и замечательно сделано. И когда ты хватаешь эту пушку, например, пушку Химер, винтовку, просто самую простую базовую винтовку, она там светится, мигает какими-то лампочками, помахивает какими-то еще железячками. То есть она и выглядит очень здорово. И плюс она работает в таких режимах, которые в других играх нигде не встретишь. И оружие — это действительно то, что придает Resistance какое-то свое лицо, отличающее его от других игр.